многие верят в том, что... А что делали с грузинами, знаете, в 90-е годы россияне? Сказывали, что это несостоявшееся государство, что там фашисты, что там преследуют русскоязычных. Все то же, что мы наблюдаем Абсолютно. последние годы в отношении Украины. А что-то новое? Нет. Нет. Все то же самое. И это насаждалось, и многие... Ну, чужая война, она далеко, многие не верили грузинам, когда они говорили, что это провокация против нас. Это исконно наши земли, которые у нас отбирают. То же самое произошло с Украиной. Теперь, правда, мир понимает, что не могут же быть все молдаване, грузины, украинцы, азербайджанцы, все не могут быть неправы перед ними. А как так вообще вышло, что Россия умудрилась разжечь костры вот межнациональных? Эти бомбы или закладывались еще внутрinaциональных со времен СССР. Эти бомбы закладывались еще со времен СССР. Ну вот мы сейчас находимся на Крымско-Татарском канале. Сколько раз Россия пыталась убедить украинское руководство, что источник нестабильности в Крыму будут крымские татары? Ну, весь период независимости все СБУ в Крыму, собственно, этим и занималось, тем, что ловила нелояльных среди крымских татар. Мы, например, всегда говорили, я помню, времена своей работы под Сустью мы говорили, что источник нестабильности — военные базы.